Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. Жильцы многоквартирного дома по закону могут заменить управляющую компанию в случае недовольства ее работой. Насколько это просто сделать на практике и как не стать жертвой мошенничества в сфере ЖКХ? Об этом и не только мы сегодня поговорим. Гость студии Денис Винокуров, заместитель руководителя управления государственного строительства и жилищного надзора Республики Саха-Якутия. Денис Альбертович, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Расскажите для начала, каковы вообще основные итоги работы управления госстроительства и жилищного надзора в первом полугодии этого года? Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха-Якутия уполномочено осуществлять на территории республики государственный жилищный надзор, лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и региональный строительный надзор. Так, по данным видам контроля, по итогам первого полугодия 2025 года нами проведено 1185 внеплановых проверок. В рамках регионального государственного жилищного надзора региональный государственный жилищный надзор осуществляется в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан на предмет соблюдения обязательных требований жилищного законодательства. В основном контролируемыми лицами по данному виду контроля у нас являются товарищества собственников жилья, ресурсоснабжающие организации и обслуживающие организации, если многоквартирный дом находится на непосредственном способе управления. Лицензионный контроль осуществляется в отношении управляющих организаций. Так, согласно требованиям Жилищного кодекса, каждая управляющая организация обязана иметь лицензию на управление многоквартирным домом. Данная лицензия предоставляется решением лицензионной комиссии республики и действует на срок 5 лет. По истечении данного срока проводится процедура перелицензирования. В рамках сейчас, в настоящее время, у нас по республике 208 организаций имеют лицензию на управление многоквартирными домами. В рамках лицензионного контроля и жилищного надзора выявлено по итогам первого полугодия 2025 года 254 правонарушения, по которым виновные лица привлекались к административной ответственности. По каждому нарушению выносится предписание об устранении нарушений с обязательным контролем за его исполнением. Кроме того, управлением на постоянной основе осуществляется мероприятие по профилактике. Так, нами объявлено 536 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, проведено 26 профвизитов. Данная работа проводится для целей устранения условий, причин и факторов, способных привести к возможным нарушениям жилищного законодательства. Здесь, как говорится, действует принцип «важно предупреждать нарушения, а не только наказывать». В рамках контроля за соблюдением требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию было проведено 88 осмотров жилых помещений, в том числе на предмет пригодности для проживания. В адрес органов местного самоуправления внесено 26 заключений о наличии факторов, которые не позволяют обеспечить безопасность для проживания граждан. Далее, следующий вид контроля у нас региональный государственный строительный надзор. В рамках строительного надзора проводятся проверки в отношении объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе. Также в отношении объектов, в которых проходит реконструкция, где также проектная документация подлежит экспертизе. По каждому поднадзорному объекту у нас формируется программа проверок. После завершения строительства проводится итоговая проверка и решается вопрос о выдаче заключения о соответствии построенного объекта
о соответствии построенного объекта проектной документации. В настоящее время так выдано 33 заключения о соответствии построенных объектов, в том числе по 9 многоквартирным домам. Расскажите, пожалуйста, вот на что вот чаще всего жаловались жители Якутии? За период с января по июнь 2025 года управлением рассмотрено более 3000 обращений граждан, в том числе через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства у нас рассмотрено 689 обращений, через платформу обратной связи 731 обращение. Наибольшее количество обращений, конечно же, поступает от жителей города Якутска, что составляет 67% от общего количества поступивших обращений. На втором месте находится Ниренгринский район, где-то примерно около 10% обращений. Далее Мирнинский район и Алданский район. Наиболее часто граждане обращаются по вопросам некачественного оказания жилищных и коммунальных услуг, в том числе о ненадлежащем содержании общедомового имущества, по вопросам определения платы за содержание жилого помещения и коммунальным услугам, по вопросам о перебоях в электро-, тепло- и водоснабжении. Второе место у нас занимает вопросы раздела «Экономика». Это вопросы в сфере строительства, а также по выявленным недостаткам в процессе эксплуатации построенных объектов. Таким образом, можно сделать вывод, что основная доля обращений граждан связана с вопросами оказания жилищных и коммунальных услуг. И при этом большинство жителей, подавших обращения, проживают в городе Якутске. Здесь я бы хотел отметить, что согласно закону о контрольной и надзорной деятельности, к проверке принимаются только обращения, по которым установлена личность гражданина. Также в рамках жилищного надзора и лицензионного контроля предстоит установить сведения о нарушении непосредственно прав самих заявителей. Вот насколько распространена практика того, что жители республики хотят сменить управляющую компанию, потому что недовольны их работой, например? Да, такая практика существует. В случае, если собственники недовольны работой своей управляющей организации, они вправе инициировать общее собрание собственников и принять решение о расторжении договора управления с действующей управляющей организацией и выборе новой организации. Решение о смене управляющей организации принимается простым большинством голосов, то есть это от общего числа голосов собственников, то есть это 50% и плюс 1 голос. Голоса считаются по квадратным метрам, а не по количеству собственников. В случае, если вся эта процедура соблюдена, то сведения о таком многоквартирном доме вносятся в реестр лицензий вновь выбранной управляющей организации, и с этого момента данная организация начинает осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом. За 8 месяцев 2025 года решение о смене управляющей организации в нашей республике было принято по 121 многоквартирному дому. А что вы делаете жителям дома, которые, например, не голосовали за новую управляющую организацию, при ее смене, подделали подписи, например? Что тогда? К сожалению, такие случаи нередки. К нам поступают жалобы граждан о том, что участие в голосовании они не принимали, возможно, бюллетени были подделаны. Здесь хочу порекомендовать собственникам, если столкнулись с такой проблемой, подойти к нам в управление Госстройжилнадзора, ознакомиться с документами, которые были предоставлены в наш адрес, и в случае, если сведения подтверждаются, написать жалобу о подделке документов. Управление не уполномочено осуществлять проверку по фактам подделки подписей. Мы такие обращения
перенаправляем в адрес правоохранительных органов, так как подделка документов является уголовно наказуемым деянием. И за подделку процедуры голосования ответственность будет на инициаторе этого собрания. То есть перед тем, как сдать документы, инициаторам собрания необходимо очень грамотно все проверить, каждый документ во избежание подобных нарушений. Вот сейчас нередко, да, участились случаи мошенничества в сфере ЖКХ. Получают поддельные квитанции, да, жители им звонят очень часто, говорят о том, что начинают обманывать, да? И как бороться с такими лжекомпаниями? Вообще ущерба от всяких мошеннических действий можно избежать, если проверять информацию в достоверных источниках. Мы с декабря 2023 года начали рассказывать о внедрении на территории нашей страны мобильного приложения «Госуслуги Дом». Данная система берет информацию из официальных источников, которым является государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства. Все поставщики информации обязаны в эту систему размещать достоверную и актуальную информацию. То есть имеющиеся в мобильном приложении «Госуслуги Дом» платежные документы, сведения о индивидуальных приборах учета, а также другая информация будет наиболее точной. За время работы данного сервиса в нашей республике скачали данное приложение уже более 72 тысяч раз. Вообще по всей стране россияне сделали более 10 миллионов установок. Мы постоянно отслеживаем активность наших пользователей. Так, например, за все время работы данного сервиса было подано более 12 тысяч заявок в адрес управляющих организаций через это приложение. Более 163 тысяч раз передано показания счетчиков, а также совершено более 53 тысяч оплат за жилищные и коммунальные услуги. Правда ли, что в этом приложении, как раз-таки «Госуслуги Дом», можно организовать собрание жильцов, да? В каких вопросах это нужно делать, и какая инфраструктура есть для этого приложения? Да, сейчас в связи с внесением изменений в жилищное законодательство активно проводится работа по проведению так называемых электронных голосований. Задача эта связана с необходимостью сделать процесс проведения общих собраний собственников более прозрачным и легитимным. Например, если собственникам необходимо принять решение о сдаче в аренду общедомового имущества, об установке домофона, например, да, либо видеонаблюдения, им необходимо обязательно проведение общего собрания собственников и принятие решения. Совместное принятие решений, подкрепленных легитимными протоколами, помогает официально продвигать предложения собственников. Спасибо, что сегодня к нам пришли. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.